В эфире новости из студии на открытом воздухе. Это Ice News, и я его ведущая Полина Долинская. Сегодня в выпуске. Закрытие ледовой переправы. Управление автодорог запретил проезд в ряде районов республики. Лыжный десант. Поход, посвященный 30-летию образования Российской общественной организации ветеранов МВД, стартовал в Хангаласском Улусе. Подготовка службы МЧС к предпаводковому сезону завершила трехдневные учения. Теперь об этом подробнее. С 15 апреля закрылись все ледовые переправы через реку Лену. По информации Управления дорог Якутии, закрытие касается ледовых автозимников через реку Лену в направлении Хатас-Павловск и Кангаласы-Сотенцы. Согласно приказу ведомства, на этих переправах дорожникам предписано установить информационные щиты, в частности, дорожные знаки «Въезд запрещен». Ветераны внутренних дел республики встали на лыжи. Маршрут протяженностью 100 километров начинается с Верхнего Бестяха Хангаласского Улуса и завершится в поселке Нижний Бестях Медино-Кангаласского района. Лыжный десант – одна из лучших традиций среди ветеранов правоохранительных органов. В 2019 году лыжники стартовали с города Покровска и прошли 120 километров до столицы региона. А в прошлом году из-за пандемии коронавируса добрую традицию пришлось отменить. Но в этом ветераны вновь встали на лыжи и посвятили этот поход 30-летию образования Российской общественной организации ветеранов МВД. У нас сегодня лыжи шли хорошо, погода хорошая была, ветер в спину дул, поэтому мы прошли очень хорошо, весело и, как говорится, достигли до намеченного пункта. В Якутии завершились трехдневные командно-штабные учения по подготовке к паводку. Проверили взаимодействие МЧС России с органами управления и силами единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС по отработке безопасного пропуска весеннего половодья, а также защиты от природных пожаров. Подробности расскажет Алексей Лукьяненко. Все задачи поставлены по вводной. Попрошу соблюдения техники безопасности при выполнении. И, конечно же, оперативность и слаженность действий. Учения проходили в местности Усть-Хатын в пригороде Якутска. К месту условного происшествия был выдвинут пункт подвижного управления и аэромобильной группировки министерств и ведомств, отвечающих за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В целом были отработаны моменты как теоретического, так и практического характера. Чрезвычайные ситуации, наводнения и так далее мы ожидаем по реке Лена и по реке Колома. Да, поэтому учения сегодня вот второй этап мы завершили, заслушивали такие улусы, как Ленский, который вот в 2001 году был полностью затоплен. Мы сегодня послушали готовность сил и средств Среднеколымского района, где постоянно идут заторы. Но в целом оценили, что наши улусы, наши силы и средства якутской территориальной подсистемы, они готовы к встрече для дохода. Запланированы и проводятся мероприятия именно по готовности к паводкоопасному периоду. Выполнение мероприятий по проведению превентивных мероприятий, по зачернению, по распиловке, по ослаблению прочности льда на затороопасных участках. Такие же мероприятия сегодня у нас проводятся на всей территории, но в частности обращено внимание на Ленский район, Амгинский район, Вилюйский район, где мероприятия проводятся уже практически, и Среднеколымский район, где паводкоопасный период ожидается сложный в этом году по прогнозу, предварительному прогнозу. Но прогноз еще якутский гидромет нам выпустит 16 апреля. Помимо паводковой ситуации, сотрудники лесопожарных формирований и подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России продемонстрировали свой профессионализм в ликвидации условного очага природного пожара. Также было задействовано воздушное судно. В зону ЧС был высажен десант спасателей. В данный момент проходит погрузка сотрудников МЧС, вертолет Ми-8. Далее с этой точки они, значит, будут взлетать, и далее место приземления буквально здесь будет в 100 метрах. Как вы можете видеть, у вертолета, если десантирование, скажем, в пожароопасную ситуацию, оно происходит обычно
с парашютами. У него имеется сзади специализированная рампа, в которую уже десантники совершают прыжок с парашютами. Но сегодня они будут совершать не прыжок с парашютом, а по специализированному спусковому устройству. Беспарашютное десантирование позволяет сотрудникам МЧС оперативно оказаться в эпицентре событий. Вертолет зависает на 20-30 метров от земли в зависимости от ситуации, после чего уже проходит высадка. Этот этап был сопряжен у нас с реальными практическими действиями по тушению ландшафтного пожара, что, кстати, в наше время тоже злободневно. Отрабатывалась водная от несанкционированного пала травы. Происходит ландшафтный пожар с распространением на населенный пункт, загоранием жилых домов. Все отработано слаженно. Общую, наверное, оценку учению дадим удовлетворительную, потому что это одна из лучших оценок. И, конечно, к действию по предназначению в целом группировка Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готова. Данные учения проводятся ежегодно. Группировка Якутской территориальной подсистемы РСЧС составляет более 16 тысяч человек и более 2000 единиц техники. Пунктов временного размещения свыше 250. В целом все поставленные цели и задачи выполнены в полном объеме. Органы управления готовы к действиям по предназначению. Алексей Лукьяненко, Григорий Николаев, Якутск. Между тем, на малых реках республики наблюдается превышение уровня снегозапасов, что может привести к весеннему половодью. Показатели толщины льда в этом году больше нормы на отдельных участках рек Лена, Алдан, Колыма на 10-40 сантиметров, что может повлиять на образование заторов. Отмечается, что в Якутии началась подготовка к безопасному прохождению паводковых вод. Готовность системы оповещения составляет 87%. На противопаводковые мероприятия планируется привести в готовность и привлечь порядка 16 тысяч человек, более 2000 единиц техники, 11 воздушных судов и 8 беспилотных авиационных систем. Зону затопления предварительно установлены в 123 населенных пунктах в 24 районах республики. По обстановке гидрологической, что можно сказать, что снегозапасы у нас на большей части территории республики, да, где-то немного выше нормы и около нормы. Есть отдельные участки, где превышены значения, значительно превышены. Это бассейн реки Колыма, бассейн реки Оленек, а также в верховьях реки Алдан и реки Темтон. Вот. На бассейне реки Индигирка снегозапасы они минимальные, менее 90%. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте в курсе событий республики и за ее пределами.